Праздник, посвященный родному языку Ана-Дили, начнется в 9 утра с возложения цветов к памятнику гагаузского просветителя Михаила Чекира в Чидерлунге. Спустя час одновременно во всех городах автономии стартует всеобщий диктант по гагаузскому языку. На этот раз он будет проведен в несколько ином формате, сообщила глава управления образования Гагаузии Наталья Кристева. Надеемся, что будет хорошая погода, и мы вынесем парты на улицу, и все желающие смогут присоединиться к этой акции. Желающие принять участие в диктанте должны прийти в Камрате на площадь перед Домом культуры, в Чидерлунге на площадь перед Единым культурным центром, а в Вулканештах всеобщий диктант по гагаузскому языку будет написан в Центральном городском парке. Соберемся все вместе и напишем диктант на свежем воздухе. Победителей ждут денежные призы. За первое место 1000 лей, за второе 700, если не ошибаюсь, и за третье 500. Всеобщий диктант будет посвящен гагаузскому писателю, фольклористу, кинорежиссеру и педагогу Савелию Экономову. Ему 13 апреля исполнилось бы 95 лет. Празднование праздника, посвященного родному языку и гагаузской письменности, продолжится на региональном стадионе. В 16:00 здесь начнется творческая часть программы. Пройдет награждение учащихся автономии, занявших призовые места на олимпиадах по гагаузскому языку и литературе. Призы и премии вручат победителям конкурсов, посвященных родному языку, организованных Главным управлением образования Гагаузии. Участие примут ученики из всех школ Гагаузии. Здесь же, на Камратском стадионе, пройдут флешмоб и гала-концерт. Прозвучат гагаузские песни в исполнении артистов Гагаузии. Обещают организаторы мероприятия и большое количество сюрпризов. Отметим, что на протяжении всего апреля в школах автономии проводятся открытые уроки и внеклассные мероприятия. В детских садах утренники посвящают родному языку. Проводятся конкурсы на уровне образовательных учреждений и региона, в которых принимают участие большое количество детей вместе со своими педагогами и родителями, тем самым проявляя любовь и уважение к родному языку. Валентина Чобан, Ирина Резунец. Новости ГРТ.